Тамошобинони азиз, айни замон мо дар консерваторияи миллӣ қарор дорем ва чӣ ки дида истодаед, инҷо низ иштирокчиён кам нестанд ва ҳар яки онҳо баромади худро дар толори хурд баргузор гардонида истоданд ва айни замон дар бахши фортепиано якчанд нафар баромад карданд ки мо тавонистем як қисми баромади онҳоро пешкаши шумо гардонем ва айни замон мехостем бо яке аз иштирокчиёни он ба шумо суҳбатро пешниҳод намоем. Хуб буданро фаромӯш насозед. Здравствуйте, как вас зовут? Никита. Никита, меня прогноз очень приятно. Сколько вам лет? 23. 23, а мне 20. Никита, мы только что посмотрели ваше выступление, было реально круто. Я сама не смотрела, не интересовалась фортепиано, но только есть же популярные музыки, которые все вот слушают. Но вот когда я сидела в зале, и знаете, до такой степени так прекрасно было, что можно было вот задуматься о прошлом, о будущем. Вот так, вот можно сказать, что у вас пальцы золотые. Спасибо большое. Вы с какого города? Я с Узбекистана, Ташкент. Да? Да. А я подумала, что вы из России. Нет. Я родился и вырос в Ташкенте. Я с консерватории государственной, Ташкента. Хорошо, можете рассказать о себе немножко подробнее? Я с детства начал заниматься музыкой. В принципе, я вначале ходил в простую семилетку, потом я в профессиональную музыкальную школу, школу имени Успенского, она у нас очень известная, я думаю, многие знают. Вот, потом я участвовал в конкурсах, меня на бюджет взяли в консерваторию, благодаря конкурсам, да. Вот. Можете назвать название конкурса? Вот самый престижный конкурс, на котором я участвовал, это был в декабре, Минск 2021. То есть очень сложный трехтуровый конкурс, он по типу конкурса Чайковского. Хорошо. Кроме работы, кроме вашей профессии, что вы можете рассказать о себе? Я люблю, конечно, книги читать. Какие книги? Последнее, что я читал, это Ремарка. Мне нравится очень творчество Ремарка, и я его уже, по-моему, многие книги я прочитал. «Триумфальная арка», «Три товарища», «На Западном фронте без перемен», «Время жить и время умирать». Я просто захлеб читал его книги. Вот. А так как я много занимаюсь, конечно, основное мое время уходит на занятия музыкой. Что вас убедило заниматься музыкой? Знаете, с детства этот вопрос очень трудно принять, потому что все равно наш процесс контролируют родители, педагоги. Сознательно я к этому пришел в 9 классе. То есть я почувствовал, что когда я на сцене играл, и весь зал, очень так тепло меня принял, и я чувствую, что мне это нравится, это мое. И уже где-то с 9 класса я уже начал усиленно заниматься, насколько это возможно. И вы говорили, что в 9 классе вас хорошо поприветствовали, поэтому и сейчас тоже в зале вас все аплодисментами повстречали и провожали. Я хотела узнать у вас, вы впервые участвуете в таком мероприятии, как Дельфийские игры? В таком мероприятии, да, это потому что здесь у нас едет команда с Узбекистана, и мы, в общем, всей командой представляем честь Узбекистана. Тут разные специальности, это, конечно, престиж и гордость, и почет. И что думаете о Дельфийских играх и особенно о Таджикистане? Это замечательный город. Вообще Таджикистан, Узбекистан очень похожи тем, что народ очень дружелюбный, гостеприимный, то есть здесь всегда помогают, всегда сопровождают, все условия предоставляются. Так редко, знаете, бывает. Да, конечно. А вы уверены, что вы можете победить на этом конкурсе? Я видела, перед тем, как брать с вас интервью, я заметила, что вас все поздравляют уже. Какое ощущение у вас? Если честно, мне самой тоже хотелось поздравить вас, но я не хотела торопить события, потому что через где-то 10 минут уже ответы выйдут, да? Да. Знаете, когда так народ тепло принимает, это самое большое для нас счастье. Многие говорят, что они играют для себя, нужно самое главное, себе нравится, как ты играешь, но я считаю, если народу нравится, значит, ты все делаешь правильно. Поэтому это самая лучшая похвала, и приятно, что люди оценивают наш труд. Главное – поддержка, да? И раз мы говорим о поддержке, с кем вы пришли? Кроме своей команды, кто-то из родственников или родных? Нет, я один. Но они все время со мной на связи, то есть мы в Zoom, я каждое занятие включаю Zoom, моя мама, папа, они всегда меня поддерживают. Конечно, мой педагог, я ему каждый свой шаг говорю, она тоже за меня безумно переживает. И, в принципе, все мои результаты, все мои выступления благодаря моему педагогу Миркасымовой Эльмире Закрулаевне. Хорошо, спасибо вам. И в дальнейшем у вас какие планы на будущее? Допустим, давайте представим, что вы уже выиграли. Что будете дальше делать?
Ну, конечно, мечта каждого пианиста-исполнителя и вообще музыканта – это выступать на мировых сценах и как можно чаще. И поэтому я бы хотел очень часто выступать по всем странам мира, где представится возможность. А вот раз мы говорим о странах мира, вы тут уже второй день, да? Второй день, но я здесь первый раз в Таджикистане, да. Какие впечатления? Замечательные. Мне очень нравится, что здесь очень гостеприимно и всегда идут навстречу, и все очень организовано, несмотря на то, что здесь такой наплыв туристов. И это, конечно, радует. А вы друзей нашли? Да, я вообще очень быстро друзей нахожу, потому что музыканты, они всегда любят пообщаться, поддержать друг друга. Они все понимают какой-то труд, и обычно среди музыкантов врагов не бывает. Ну, конечно, я тоже заметила, что вы очень общительны и вот идете навстречу всем. Вот мы желаем вам всего самого наилучшего. И еще раз мы хотим поздравить вас с победой. И главное, вы знаете, что победа – это аплодисменты, и это поддержка близких людей. Спасибо большое, мне очень приятно. Всего доброго. خب دوستان عزیز این لحظه ما با اشتراکچیان از دسته ازبکستان یعنی هم صحبت گشتیم و این هم بودن نیکیتا که به نهایت یک صحبت صمیمی داشتیم. خب برنامه ما ادامه دارد، با ما بودن رو فراموش نسازید. رفتیم. тамошобинони азиз, ин 16-умин бозиҳои дельфи барои ҷавонони аъзои давлатҳои мустақил мебошанд ва айни замон мо бо яке аз иштирокчиёни он ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Любовь. Любовь, такое красивое имя. Меня зовут Фарах. Ну, сколько вам лет? Мне 22 года. 22. Хорошо. А вот вы из какой страны, какую страну будете представить? Я представляю Республику Беларусь. Прекрасно. Впервые участвуете, да, в дельфийских играх или? Вживую впервые. Я участвовала в прошлом году, когда был онлайн-формат, но, конечно, вживую это все совершенно по-другому. Хорошо. Вот как вам наш Таджикистан? Ну, мне очень нравится, очень дружелюбные люди нас окружают, вообще потрясающие виды, у вас потрясающая архитектура, такой восточный колорит. Для нас это немножко необычно, поэтому очень привлекает. Хорошо, очень приятно услышать вот такие слова от вас. И я хотела бы узнать, вы уже выступили, да? Я уже отыграла. Отыграли. Какие оценки знаете уже? Вот скоро будет объявление результатов. Где-то, по-моему, через 10 минут, да? Ну вот говорят, да, что совсем скоро узнаем. Что вы сами думаете? Ну, конечно, хотелось бы выступить еще лучше. Не все удалось задуманное, но на то есть некоторые причины. Были ошибки? Ну, были такие погрешности, которые вот я бы себе не простила. Ну, прощаю, думаю, что конечно. раз вы здесь, раз вы вот с нами так разговариваете, то, думаю, вы простили уже себе. Ну, а что поделать? А расскажите нам немножко о себе, где учитесь, где живете? Вот. Я учусь в городе Минске, в Белорусской государственной академии музыки. Вот, живу в Минске. Чем вы занимаетесь? Вот я учусь Нет, играть. кроме этого. Кроме этого, ну, как-то участвую, можно сказать, в культурной жизни своей страны. Хорошо. А со скольки лет вы начали выступать, ну, учиться играть на фортепиано? Ну, я начала заниматься с 7 лет в музыкальной школе, а профессионально, когда уже поступила в 15 лет в музыкальный колледж при консерватории. А родители не против? Родители меня поддерживают, они не музыканты, но мама огромный любитель классической музыки, поэтому всячески меня подбадривает, поддерживает. Вот какие планы на будущее? Совершенствовать свое мастерство, осваивать профессию на самом высоком каком-то уровне и добиваться поставленных задач. Хорошо. А вы можете рассказать нам о каком-нибудь самом важном мероприятии, которое вы до сих пор запомнили себе? Да, для меня это был конкурс, международный конкурс имени Сергея Васильевича Рахманинова, который проходил этим летом, в июне этого года в Москве. И я вот в нем принимала участие. Для меня это очень яркое событие, потому что пришлось выступать на потрясающей сцене большого зала Московской консерватории, и это прям огромный отпечаток наложило, особенно общение с выдающимися людьми в нашей области.
Хорошо, прекрасно. Раз мы уже начали разговор об этом, а можете рассказать самый вот незабываемый момент, когда вы играли когда-то, да? Играли на фортепиано. Вот смешной момент, чтобы было. Есть такие? Ну, у меня есть не то чтобы смешной. Я, когда принимала участие в одном из конкурсов, обычно мы кладем платок, чтобы протирать клавиатуру. Я его положила на клавиатуру и случайно зацепила во время игры. И мой платок перемещался вместе с моими пассажами. У меня тут скачки, и платок тоже туда-сюда прыгал по клавиатуре, потом триумфально свалился. Вот такой был случай. Хорошо. А были какие-нибудь печальные моменты? Ну, стараемся об этом не думать как-то, потому что любое можно преодолеть, значит, это определенный опыт, значит, так должно было произойти. Вот вы сказали, что хотите еще развиваться и продолжать, да? Вот еще вам предложили какие-нибудь другие конкурсы, в которых вы должны будете участвовать? Да, есть на примете некоторые тоже международные конкурсы. А вот пока вы несколько дней в Таджикистане, какие планы здесь, кроме... Планы отдохнуть, насладиться культурой вашей страны, как можно больше впитать в себя новых знаний каких-то и новых эмоций. Друзей нашли? Ну, коллеги, которые очень часто мы одни и те же участвуем в одних и тех же конкурсах, поэтому друг друга уже многие знают. А из Таджикистана тоже есть или нет? Из Таджикистана нет, я пока еще никого не знаю. А вы сейчас рассказали, и я там сама была, тоже в зале была, и сказали, что через 20 минут уже объявление будет. Уже прошли где-то 10-15 минут, и уже скоро вместо вас я волнуюсь, кто из вас пройдет, кто нет, вот так. А вы сами что думаете? Я думаю, что все случится так, как должно быть. Кто должен быть во втором туре, будет. Кто должен отдохнуть, в ближайшие дни отдохнет. Ну, зато вот просто напрасно не пройдет, да? Конечно, нет. Это уже бесценный опыт, такое мероприятие знаковое, огромное событие и в жизни вашей страны, и в жизни наших стран. Да, конечно. Вот по-вашему, что дают такие мероприятия, как Дельфийские игры, вот подобное этому, вот, молодежи? Что нам дают Ну, они? как я уже сказала, это огромный опыт в нашей сфере, в сфере исполнительства, и также это наполнение новыми яркими эмоциями, знакомство с другими ребятами талантливыми из других стран. А что вы хотели бы сказать, передать тем, кто на данный момент на вас смотрит? Я бы хотела, наверное, всем пожелать уверенности в себе, в своих силах. И я думаю, что пусть каждый делает то, что он чувствует, и тогда ему будет сопутствовать удача, и все получится. Всего доброго, спасибо вам, удачи, желаем вам успехов и хорошего отдыха. Пока-пока. خب دوستان عزیز این لحظه ما صحبت داشتیم با لوبوف که 23 ساله و از جمهوری بلاروس به جمهوری تاجیکستان آمدند و باید قید نمود که این 16مین بازی‌های دلفی بین جوانان اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل است که طریق تلویزیون باورستان روزنامه آن را پیشکش شما گردانیده ایستاده‌اند. با ما بودن را فراموش نسازید زیرا ما همیشه با شما هستیم.